Смирнов! Фамилия, имя, отчество. Мы не впервые встречаемся на допросе. Неужто до сих пор не запомнили? Фамилия, имя, отчество. Чобанзаде Бекир Ваапович. Перечислить прочие имена, псевдонимы и конспиративные клички, которыми пользовались. Бекир Садка. Еще! Чобаноглы Бекир Бавбек. Бекир Джавбек. Еще! Крамлы Чобаноглы. Год и место рождения. 1893. Город Карасу-Базар, Крым. Национальность и социальное происхождение. Крымский татарин из крестьян батраков. Чем занимались родители? Словно в древнем народном сказании, путь героя начался с пастушьей сумки и посоха. Юный Бекир, сын бедного пастуха Куртваапа Бавбека, имел мало шансов на другое будущее, кроме как пасти чужие отары, подобно своему отцу. Но в его судьбу вмешалось чудо – музыка родного языка и мелодия родной поэзии. Они навсегда очаровали Бекира и определили его дальнейший путь. В возрасте 10 лет мальчик уже знал наизусть длинный дистам об Эдиге, что много веков поется во всех степях, где звучит тюркская речь. Көк шол деген бір нарық батыр бар екен. Нарық батыр сон үйлене. Баян сұлу бір ханене ала. Сон баян сұлу ауыр аяқлы болып, вақыт келгенде таба. Дар особой любви к слову проявился у Бекира не без влияния его матери, Ваиде Шерфе. Будучи хорошо образованной женщиной, она самостоятельно обучила своих детей грамоте, читала им стихи и открыла перед ними захватывающий мир народных преданий. Енді масал баласы. Тез өсе. Оқыңыз, балалар. Çok оқыңыз. Илем қазаны отсыз, ocaqsız қайнар. Мальчик подрастал, и у родителей не осталось сомнений, что Бекиру с его тягой к знаниям полезнее находиться не при овечьих отарах, а на школьной скамье. Правда, 13-летний батрак-пастушок будет выделяться на фоне класса, где остальные ученики гораздо младше его. Tez olun, tez. Geç kalacağımız. Mektep müdürü Yusuf Hoca gelir. Но это была особенная школа, одна из тех новометодных руждие, что открылись по всему Крыму по замыслу Исмаила Гаспринского. Бекир решил поступить туда во что бы то ни стало. Кенесенсің. Evet. Мен саға қач кере айттым. Сен балабансың, сен 13 yaşındasың. Бізі се бірінші сыныфқа 6-7 yaşındaki балаларына аламыз. Ondan da gayrı sınıfımız 40 bala olmak gerek. Şimdi ise 42 talebemiz var. Alınız beni Yusuf Hoca. Ben pek okumağa isteyeyim.
Söz берем, яхшы оқымаға тырышарым. Эх, не апайық енді. Айды кір сыныфқа. 43-ші талибе олырсын. Ама мен сені талибелердің жедвеліне қайдетмем. Одаренный ученик всего лишь за год освоил 3-летнюю учебную программу и следующим летом уже был готов сдавать выпускной экзамен. На торжественную экзаменационную церемонию в Руждие прибыли почетные гости, педагог и публицист Асан Сабри Айвазов, городской голова Карасу-Базара Решит Медиев, а также сам Исмаил Гаспринский. Bizim mezunlarımız hepsi sınavdan geçtiler. 43. sanlı talebe iptidai mektep desturunu bir yıl içinde benimsedi ve imtihan vermeye izin soray. Biz reyt ettik ama o inatlık etti. Beri baksın, biz müsaade etemiz. Yanımızga gel. Cennetin yıpını tutkan o akıllı talebe nerede? Kalbili, canıyla anlayan ve öğreten hocan nerede? Aşık Ömer hocam. Sohbet ettikçe her şeyini unutturacak. Akıllı dost olmasa dünyada. Kurtar bizni Tanrım, akılsız dostlardan. Hiç layık değiller kıymetli vaktimize. Fuzuli hocam. Dünyada ne kadar insan yaşayır? Bilir misin? 1,5 milyardan ziyadedir hocam. Soradın sen. İnsanların en yaxşısı kimdir? Cevabına dikkat et. Şüphelerge son ver. İnsanlar arasında en yücesi, halkın kaygısıyla yaşayan insan. Alişer Navai hocam. Dünyada ne kadar okyanus var? 4 okyanus var hocam. Allah'ım yarabbim. İsmail Bey, bu yerde akıl deryası. Adın ne? Anan baban kim? Benim adım Bekir, babam Çoban Kurt Vahap, anam Vayde Şerife. İşte sana çoban oğlu. Aferin çobanzade. Sen mutlaka okumalısın, yavrum. Sağ olunuz. Так эта встреча подарила Бекиру Сыткибовбеку еще одно, новое имя. Свои первые стихи и научные труды он подпишет как Бекир Сытки, но затем станет все чаще пользоваться псевдонимом Чобанзаде, что случайно родился в тот судьбоносный экзаменационный день. Впечатление, которое Бекир произвел в тот день на именитых педагогов, открыло перед ним немыслимые ранее перспективы. Городское благотворительное общество, что возглавлял присутствовавший на экзамене Решит Медиев, решило оплатить его дальнейшее образование в одной из лучших школ Стамбула. Отправлять детей на учебу в Турцию было не в новинку для богатых семей, но для пастушьего сына это стало невероятной удачей. Благотворители оплачивали обучение, а средства в дорогу собирал джемаат. Ey muhterem cemaat, geçip gitmeniz. Oğulga bilgen para zikatтай hayırlıdır. Ey muhterem cemaat, geçip gitmeniz. Oğulga bilgen para zikatтай hayırlıdır. Не спи. Не спи. Подробнее про обучение за границей. Я направился в Султанскую школу в Константинополе. Во время моей учебы она была переучреждена в Галатасарайский лицей. На каком языке брали там уроки? На турецком и французском. Вы с детства изучали французский? Нет, но быстро освоил его в школе. Ну да, понятно.
как можно скорее усвоить французский, чтобы потом применить его в подрывной деятельности. Özür dilerim. Şimdi toplamaya yardım ederim. Zararı yok. Kabahatim özümde. Kapı o günde ağzım açık kaldım. Sen yeni misin? Evet, ben yakında kabul olundum. Adım Bekir. Türk dili sınıfını kıdıram. Sen Kırım'dansın mı yoksa? Benim adım Ahmet. Tanış olayık. Yur sınıflarını göstereyim ve herkes yeni tanıştırayım. Yur Aysa. Галатасарайский султанский лицей, устроенный по передовому французскому образцу, был одной из лучших средних школ Османской империи. Бекир жадно открывал для себя мир знаний, быстро овладев ключами к нему – турецким, французским и арабским языками. Школьные годы – это пора не только накопления знаний, но и формирования убеждений. В Стамбуле, на глазах юного лицеиста и множества его соотечественников, что учились в Турции, разворачивалось соперничество сторонников модернизации, как их называли, младотурок, и их противников. Победа осталась за реформаторами, а консервативный султан Абдуль-Хамид II был вынужден уйти с престола. Крымско-татарские студенты с особым волнением следили за этими событиями. Оказывается, политическая борьба возможна. Прогресс не остановить. Не пригодится ли опыт младотурок на родине, в Крыму? Gazetlerden elek yazganlarını bildiler. Sultan Abdülhamid II taxtdan endirilgen. Evet, genç Türklerinin Birlik ve Terakkiyat Teşkilatı'nın buna erişeceğini biliydi. Endi anayasa kabul etilir, reformalar başlanır. Kırım da aynı şu yoldan ketmeli. Bu meseleni Vetan cemiyetimizin toplaşımında müzakere etmelimiz. İstanbul bizim milli hareketimizde, milli tarihimizde pek mühim bir yer tutar desek. Kırım Halk Cumhuriyeti 1917 senesinde kurulgan Halk Cumhuriyetimizin temelleri, fikri temelleri mında atıldı desek yanlış olmaz. Numan Çelebi Cihan, Cafer Seyyid Ahmet Kırımer ve diğer arkadaşları bunda talebeykenlerde Kırım Tatar Talebe Cemiyeti'ni kurarlar 1908 senesinde. Hemen arkasından da 1909 senesinde Vatan Cemiyeti'nin hemen bu korgenimiz arkadaki yarımadada koyarlar. Многие из крымско-татарских студентов, что обучались тогда в Турции, станут впоследствии деятелями национальной революции, делегатами первого Курултая. Но сейчас, в неразберихе событий, им требовался совет мудрого наставника. Потому с таким ликованием они встретили новость о прибытии в Стамбул Исмаила Гаспринского. Hoş geldiniz hoca. Biz sizni sabırsızlıkla bekleyimiz. Yolunuz nasıl geçti? Yorulmadınız mı? Sağ ol. Allah'ın yardımıyla yaxşı geldim. Türkiye'ye sizni ziyaret etmeye, halkımızga faydalı işler yapmak için, okulunuzun nasıl geçkenini bilmek için geldim. Son, evine sakındınız mı? Pek hasretmiz hocam. Siz bizge vatanımızın taze kokusunu getirdiniz. Tanıdım seni, çoban oğlu. İstanbul'da okuv nasıl gitti? Allah'a şükür, liseyde okuyum. İstanbul Üniversitesi'nde Arap ve Fransızcamını mükemmelleştireyim. Aferin. Что мог посоветовать пылким юношам почтенный просветитель? Уж точно не путь вооруженной борьбы. Гаспринский свято верил, что самое могучее на свете оружие – это знание. И в этом отношении бывший пастушок из Карасу-Базара стал, пожалуй, самым лучшим его учеником, ибо посвятил всю свою жизнь науке и просвещению. Ben onu doğrusu İsmail Bey Gasparoğlu'nun Erciyes'ten devamı, onun varislerinden birisi, hatta en mühim varisi de Kur'an.
Летом 1914 года, едва Бекир успел сдать выпускные экзамены, грянула Первая мировая война. Это означало скорое закрытие границ, а значит, выпускник не сможет вернуться на родину. Бекир спешно направился в Крым. Anam, babam. Bekir! Балачиком. Baba. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Şulika. Oğlum. Seni bekleyip gözlerimin yollarda kaldı. Aksa, bizim jigitimiz hakiki efendi oldu. Bizim tamirlarımız böyle. Tek çobanlar değil. Он добрался до дома, но возвращение обернулось куда более грозной проблемой. Российские власти объявили мобилизацию. Kim o? Vapağa. Ha, Mahmut galiba. Mahmut. Selam aleyküm. Aleyküm selam dostum. Sıtkı, sen gerçekten de gelgen ekensin. Anam sabahtan aytkan edi. Ama men onu özüm tokatlamağanca inanmam dedim. Mına yolum üstü vaktim olganda bir ayak kireyim dedim. Yoksa 100 yıldan körüp olamam. Nasılsın? Allah'a şükür her şey yaxşı. Ya sen bu kadar kayda çıkasın? Ya askerlikке celbetelerde Zabit Tünev'in evden cedelinin elinde yurdu. Herkesini cenke, za царя и отечество. Eşitmedin mi yoksa? Bugün sağa da uğrar belki. Призывник метнулся в Одессу, чтобы уплыть обратно в Турцию, но границы уже закрылись. Отсрочку от призыва дало бы поступление в Одесский университет, но Бекир недостаточно владел русским языком, чтобы сдать вступительные экзамены. Нелегальными путями он сумел пересечь границу и вернуться в Стамбул. Бекир избежал службы в русской армии, но мобилизация началась и в Турции. Ей подлежали и студенты, и принятые в турецкое подданство беженцы из Российской империи. Бекира временно спасало лишь то, что он нигде не числился. Лицей он уже закончил, а в Стамбульский университет еще не поступил, хотя и посещал там лекции по тюркологии. Курс тюркологии в Стамбуле читал венгерский ученый Дьюла Месараш, отметивший в Бекире горячую увлеченность предметом. Будапештский университет давно лидировал в европейской тюркологической науке, и пригласить туда молодой талант означало бы дать ему шанс вырасти в крупного специалиста. Месараш представил Бекира австро-венгерскому консулу в Стамбуле, тот замолвил слово перед венским правительством, и разрешение было дано. На переломе 1915 и 1916 годов Бекир Сытки выехал в Будапешт. Herr Graf? Sitzen Sie. Es handelt sich also, Herr Sekretär, um einen russischen Untertanen. Sind Sie denn nicht der Ansicht, dass es jetzt nicht die Zeit ist, Vertreter eines Staates einzuladen, der einen Krieg gegen uns führt? Erlauben Sie mir eine Klarstellung, Herr Graf. Wir sprechen von einem russischen Flüchtling, der jetzt ein osmanischer Untertan ist. Herr Bekir Sitki ist Krim-Tatar. Ein Tatar, der aus Russland fliegt. Ein seltener Fall. Ein osmanischer Untertan, sagen Sie? Nun gut. Das Ministerium des Äußeren hat keine Einwände, wenn das Ministerium für Kultus und Unterricht bereit ist, diesen Herrn Bekir Sitki in Budapest aufzunehmen.
Жизнь в Будапеште началась вовсе не с лекций и семинаров. Следовало сперва освоить венгерский, сложнейший язык, более трудный для изучения, чем турецкий, арабский или русский. Не имея иных средств к существованию, Бекир нанялся батраком в пригородные поместья. Его способность к языкам оказалась феноменальной. Уже к осени он владел венгерским достаточно, чтобы поступить в университет. Будапештский университет открыл перед своим новым студентом безбрежное море новых знаний, арабская и турецкая грамматика, средневековая и современная восточная литература, общетюркское и финно-угорское языкознание, древнетюркские памятники и османские исторические источники. Вот далеко не полный список курсов, что читались на кафедре восточных языков, где учился Бекир. Но не только наука занимала мысли Бекира. В Будапеште по-настоящему расцвел его поэтический дар. Писать стихи он начал еще в Стамбуле, и затем на протяжении всей жизни время от времени возвращался к поэзии. Однако ни до, ни после Будапешта он не писал так много и так вдохновенно. В письме другу он писал: «Шиiрлериме мевзуларны мен yerде тапам. Трамвайда, оқу йортның сыныфында, орманда яда Дунайның ялысында». Bulutlar, bulutlar, кетучі bulutlar, Чоңғарға, Қытайға етучі bulutlar, алыңыз мені де, көңілім açılsın, көзімден яшларым, юртыма сачылсын. От этой поры уцелел замечательный документ – поэтический дневник Бекира Чобанзаде. Молодой поэт озаглавил его «Кавал Сеслери» и записывал в нем свои стихотворения, черновики к ним и конспекты философских трудов. Бекир Чобанзаде büyük Türkşünas olmakla beraber elbette genial bir şairdir. Hiç şüphesiz. Kırım Tatar edebiyatı 800 yıllık edebiyatha maliktir ama hiç şüphesiz şiiriyet alanında Bekir Çobanzade'den üstün olğan yok. Kırım Tatarının bütün dertlerini ve onun bütün bütün problemlarını, bütün psikoloji problemlarını en güzel açıklayan Bekir Çobanzade. Между тем, пока молодой тюрколог Бекир Сетки готовился к защите диссертации, воюющую Европу охватили революции. Первой рухнула Российская империя. Осенью 1918-го пали Австро-Венгерская и Германская, и оставались считанные годы до крушения Османской. Венгрия стала независимой республикой, однако вскоре ее правительство было сметено коммунистическим переворотом во главе с Белой Куном. Венгерские марксисты продержались у власти лишь несколько месяцев, но успели запомниться кровавым террором по всей стране. Хватит про университет. Перейдем к контрреволюционной деятельности за границей. Но я не вел контрреволюционной деятельности. Наоборот, я участвовал в венгерской революции вместе с товарищем Белокуном, который был потом предревкома Крыма. Я редактировал газету «Восток» для нацменьшинств Венгерской Советской Республики. Ну и что с того? Ваш Белокун разоблачен как главарь троцкистской группировки и арестован. Повторяю вопрос. Ваша контрреволюционная деятельность за границей. Цели, связи, задания! Мне нечего сказать об этом. Смирнов! Аккуратней бей, осел. Унести.
венгерских архивах не обнаружено ни номеров газеты «Восток», ни других свидетельств участия Чобанзаде в Красном путче. Зато известно, что в дни красного террора университет работал по-прежнему, и что Бекир Сытки успешно сдал экзамен на звание доктора. Вероятно, он просто приписал себе революционное прошлое, чтобы защититься от мучителей из НКВД. Но это не сработало. Чубанзаде Бекир Лыгаапович. Имя, отчество. Летом 1920 года доктор Бекир Сытки отплыл из Неаполя в Стамбул. Он возвращался в Крым. Царизм пал, война закончилась, преград для возвращения на родину не стало. Теперь каждый день, далее проведенный на чужбине, был бы потрачен впустую. Домой он направился кружным путем, вначале выехав из Будапешта в швейцарскую Лозанну, куда его пригласил Джафер Сейдамет, один из лидеров крымско-татарской национальной революции. С 1917 года Сейдамет побывал на постах министра военных и иностранных дел Крымской Народной Республики и Крымского краевого правительства, покинул полуостров после временной победы красных и жил в эмиграции, поскольку теперь, в 1920 году, Крым находился под властью белогвардейцев Врангеля. Son ne vakit evге qaytmoq istaysiz? Belkim beraberlikte keteyik. Tek tasavvur etimiz. Врангельнің мұстақиллікінен бағылы. Арзуларымызға янашмасы Лениннің янашмасыларынан ешбір фарқы жоқ. Мені қайсы бір апсханеде атажақларына бұның фарқы бар ма? Қызыларына яда биязынқында ма? Сіз башқа меселе. Алим ве шайыр оласыңыз. Сиясетінен бағыңыз жоқ. Сізні түймезлер. Evet, Kırım üçün uruşunda yengildik. Ama ve lakin biz de medeni ve zeyin cebesinde kureşimizni başlamadık. Bu kadar ziyalımız yok. Şaşılacak şey. Gasprinski efendimiz akıllı çıktı. Haydi böylelikle. Sizni şu cebenin komandanı vazifesine tayinlayın. İtirazlar kabul edilmiyor. Мына bu ise sizin milli fırqa reislik mandatınız. Sağ olunuz. Bu da arkadaşlarıma yazgan mektubum. Haydi uğurlu yollar olsun. Eyliklerde görüşeyik. Sağlıklı barın. Sağlıklı kalın. Будапешт, Инсбрук, Лозанна, Неаполь, Бриндизи, Стамбул и, наконец, родной Крым после 6-летней разлуки. Жители Карасу-Базара вышли встречать своего именитого земляка. Кто мог представить, что пастуший сын вернется домой в чине доктора? Давнее прозвание Чубанзаде стало звучать по-настоящему гордо, и теперь в Крыму Бекир сделал его своей фамилией. Но задерживаться дома было некогда, ведь одной из причин, по которой молодой ученый так спешил вернуться, было открытие в Симферополе университета с факультетом востоковедения. Он сможет дальше заниматься любимой наукой уже на родной земле. Но через пару месяцев жизнь Крыма вновь круто переменилась. Полуостров заняли большевики, на сей раз окончательно. Во главе Крыма встал Белокун, бывший главарь коммунистического путча в Венгрии.
Он взялся за массовое истребление сдавшихся белогвардейцев и заподозренного в связях с ними гражданского населения. По разным оценкам, за год красного террора в Крыму было уничтожено от 50 до 100 тысяч человек. Сразу после прихода большевиков руководство Миллиферка собралось на совещание. О сопротивлении новой власти не могло идти и речи, слишком неравны были силы. Миллиферковцы избрали тактику Гаспринского – действовать на фронте просвещения. Потому они заявили о признании советской власти и первыми предложили большевикам сотрудничество. В своем обращении в Крымревком партия просила передать в ее ведение вопросы крымско-татарского образования и издания крымско-татарской литературы. Пропустить! Сия, латталак Будапештен, Эддюлюшен. Вы говорите по-венгерски? Я тоже говорить по-венгерски. Немножко. Но я выбирать русский язык. Это язык мировой революции. На нем будет говорить весь мир. Позвольте узнать, какой дан ответ на наше обращение в Крымревком? Ваше обращение рассмотрено и отклонено. Партии не нужны попутчики из татарских буржуазных националистов. Да. Розочка, написать им пропуск наружу. Пусть они уходят на этот раз. В расход мы всегда успеть. Но этот татарин говорит по-венгерски. А вдруг мне от скуки захочется с кем-то поговорить по-венгерски. Продолжим. Вскоре, однако, большевикам пришлось изменить свое отношение к национальной интеллигенции. Государственный террор привел к голоду, погубившему в Крыму не менее 100 тысяч человек, из которых 2/3 были крымскими татарами. Среди населения росла враждебность к новой власти, в селах начались восстания. Заметив это, Кремль поменял тактику. Прозвучал лозунг, что пережитки царского шовинизма подлежат искоренению, а угнетенный народ должен стать равноправным строителем светлого будущего. Чтобы завоевать симпатии крымских татар, большевики решили действовать через тех, кому народ доверял больше всего, через национальную интеллигенцию. Руководство Миллиферка было приглашено к сотрудничеству и назначено на различные, хотя и не слишком высокие, государственные должности. Бекир Чобанзаде стал начальником крымско-татарского подотдела при Народном комиссариате просвещения, а также избран членом Центрального исполнительного комитета Советского парламента Крыма. Если Чобанзаде рассчитывал, что продолжит на родине занятия наукой и поэзией, то реальность оказалась иною. Все его время теперь занимали заседания комитетов, подготовка докладов, поиск помещений для национальных школ и масса прочих хлопот, вплоть до выбивания по инстанциям хлебных пайков для культработников. Но это были приятные хлопоты. Наступление на фронте культуры и просвещения начиналось успешно. Вскоре большевики начали так называемую татаризацию государственного аппарата. Представители коренной национальности в обязательном порядке назначались во все ведомства, а крымско-татарский выводился как второй государственный язык. Это прибавило забот Чобанзаде, ведь теперь, помимо книг для национальных школ, требовались и учебники для русскоязычных чиновников. Здесь и встал вопрос, в котором Чобанзаде довелось сказать свое веское слово – перевод крымско-татарского языка на латинский алфавит. Арабская письменность замедляет обучение грамоте детей и затрудняет изучение языка взрослыми. Как лингвист ответственно утверждаю, что латинский алфавит намного лучше арабского подходит для тюркских языков.
Я полностью поддерживаю рекомендации ЦК по переходу на латинскую письменность. Но отказ от традиционного алфавита ослабит нашу культуру и литературу. Это оборвет наши связи с другими народами Востока. Наоборот. Мы утратим эти связи, если откажемся от реформы. Ведь латинизация предложена и в других национальных республиках Союза СССР. А Мустафа Кемаль начинает латинизацию в Турции. Да вы представляете, какой это объем работы? А они не боятся перемен? Чобанзаде вернее понимает линию партии. Нужно не буквоедством заниматься, товарищи, а смотреть в будущее. Да? Партия считает, что социалистическая революция в Турции неизбежна. Советский Крым станет в авангарде всех этих событий. И вы должны быть готовы к ним. Особенно в плане агитации и пропаганды. А разница в алфавитах может только помешать этому. Одной из причин, что стояло за этой неожиданной заботой Кремля о крымских татарах, был дальний прицел Москвы на распространение революции по всем странам Ближнего Востока. Крым должен был стать парадной витриной процветания мусульманских народов при советской власти. Эти планы не скрывались, и Чобанзаде выступал в их поддержку. Наше счастье не в конференциях, не в договорах, а в революциях и войнах. Следует освободить Восток путем восстания, революции и войн. Разве об этом мечтал выступать с кафедры выпускник Будапештского университета, возвращаясь на родину? Конечно, нет. Но сотрудничество с властью требовало компромиссов, и взамен Советы обещали самое важное – национальное возрождение. Никто из национал-интеллигентов, поверивших большевикам, не мог предвидеть, что эта власть никогда не насытится их малыми уступками и скоро потребует новых и новых, с каждым разом все более тяжелых. Продолжим. Как вы создали антисоветскую организацию и руководили ею? Большинство ваших сообщников уже арестованы и свидетельствуют против вас. Какая организация? Какие сообщники? Националистическая пантюркистская организация, ставящая задачу отделить Крым от СССР. А сейчас вы назовете полный список ее участников и дадите показания против них. Да что вы мне предлагаете? Я не буду этого делать. Нет. А если вы будете запираться, то следствие применит к вам меры активного воздействия. Лавировать в коридорах власти было делом непростым, и отдушиной от этого опасного занятия для Чобанзаде служила преподавательская деятельность. В 1922 году он стал профессором Восточного отделения факультета общественных наук при Крымском государственном университете, где преподавал языки и историю тюркских народов. Здесь он, наконец, оказался в своей стихии, обожаемый студентами и уважаемый коллегами. Таврия университетінің ректоры іштен бошай,
Ve onun yerine adam saylaylar 1924 senesi. Anda böyle teklif çıka. Bizge öyle bir adam saylamak gerek. Hükümetle alakadar olsun. Ve hükümetten yardım sorasın, para getirsin, üniversitetini kapatmasınlar. Ve bütün üniversitetin adamları, hocaları, Rus olsun, Tatar olsun hepsi razı ola. Çobanzade'ni teklif eteler. Ona rica eteler. Bekir efendim, buna bu situasyondan bizni kurtaracak tek sen varsın. Ve o bu şeyge kaylı ola. Ama yazık ki Moskva'dan tazdık etmiyorlar. Москва не только отвергла кандидатуру беспартийного ректора, но и ликвидировала сам университет, понизив его статус до пединститута. Восточное отделение закрылось. К 1925 году стало очевидно, что Советы изменили отношение к Чобанзаде. Он был снят с прежнего поста в наркомпросе, а университетская его карьера тоже не продлилась долго. Укрепив свою власть, коммунисты больше не нуждались в помощниках из бывшей мили ФРК, и тучи над национал-интеллигентами уже сгущались. Профессору Чобанзаде стало больше негде работать в Крыму по специальности. Потому, пробыв на родине всего 4 года, он переехал в Баку. Там, в Азербайджанском госуниверситете, востоковедческая наука развивалась активно, и Чобанзаде давно считали желанным гостем. Ve onun 1924 senesi hayırlaşma akşamına bu halk evi degen binaga o hayırlaşu akşamında anlatalar Çobanzade'nin kim olganını, ilimge ne kadar destek, ne kadar talebe östürdü, ona ne kadar kulüpleri açıldı, ne kadar mektepleri açıldı, ne kadar tiyatro krujokları açıldı. Yani bu adam cevapkar bu ilerge. Onun için Çobanzade'nin Kırım'daki faaliyeti pek büyük. До революции культурным и научным центром для тюркских народов Российской империи служил Стамбул. После закрытия советских границ эта роль перешла к Баку. Азербайджанский университет приглашал лучших преподавателей со всей страны, и профессор Чобанзаде стал здесь деканом Восточного факультета. Наконец-то он смог без помех углубиться в науку. И если основная часть поэтического наследия Бекира Чобанзаде создана в Венгрии, то большинство его научных трудов были написаны в Азербайджане. В истории развития азербайджанского языкознания, литературоведения, не только языка и литературы, даже других наук на Востоке, особенно в Азербайджане, особое место имеет профессор Бекир Вагабович Чобанзаде. Он в 1924 году приехал в Баку, занимал в Азербайджане 6 должностей. С 24 до 37, в течение 13 лет он успел подарить науке, тюркологии 15 книг, 256 научных работ. Таким образом, он стал основоположником нашей науки в новом направлении, что не понравилось тогдашней советской власти. В Баку, где его исследовательский талант смог развернуться в полную силу, Бекир Чобанзаде до сих пор считается одной из ключевых фигур в изучении азербайджанского языка и литературы. Bekir Çobanzade, Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, bugünkü akademiyamızın temelini teşkil eden SSR Elmlər Akademiyasının Zakafkazya filalının Azerbaycan şubesinde, daha ise Zakafkazya şubesinden çalışmıştır. Bekir Çobanzade Azerbaycan'da hem edebiyat şanslık ilminin hem de folklor şanslık ilminin bir ilm sahası gibi, ilmi istikamet gibi sistemli, nezari şekilde formalaşmasının esaslarını yaratmıştır. Огромный охват работы Чобанзаде не ограничивался Азербайджаном. Он выезжал на конференции и в исследовательские экспедиции на Кавказ и в Среднюю Азию. Там, в Ферганском пединституте, он по совместительству стал завкафедры узбекского языка и оставил о себе не менее прочную память, чем в Баку. 1930 yılda ilk var açılgan institutda, pedagogika o'qituvchi institutda o'zbek tili adabiyot kadrasini ochishga
asos solgan va hozirgi kunda biz qo'rqmasdan aytamizki, o'zbek tili adabiyot fakultetidagi ilmiy salohiyatning 80% bo'lishi ham ana shu davrdagi u kishini juda katta xizmatlardan bittasi. U faqat bizdagi milliy kadrlarni tayyorlash, ularni aspirantura, ilmiy tadqiqotga jalb qilishda juda katta ish olib borganligi natijasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Kelib o'sha 20-yillar oxirlarida o'sha lotinlashtirish masalalarida faqat bitta millatga taalluqli emas, qozoqlarda, qirim tatarlarda yoki o'zbeklarda, ozarbayjonlarda 1930-yillarda O'zbekistonda nashr bo'lib turgan Alanga jurnallarida o'zining maxsus maqolalarini e'lon qilgan. Va bu maqolalardan Bekir Cho'bonzodaning naqadar turkiy tillarni yaxshi bilishi, naqadar mumtoz adabiyotni yaxshi bilishi, naqadar o'zining millatini sevishi bu maqolalarda aniq, oydin ko'rinib turadi. За какую тему не брался бы этот талантливейший исследователь, будь то азербайджанские сказания из Китабиде де Коркут или поэзия Алишера Наваи, в каждой он становился первопроходцем, в каждой делал открытие. Можно лишь представить, насколько обогатил бы Чобанзаде крымско-татарскую науку, если бы ему было позволено полноценно работать на родине. Но, к сожалению, по крымско-татарскому языку и литературе, он занимался и литературой крымско-татарской, ему все-таки удалось сделать очень мало. Для этого надо было, конечно, подольше жить в Крыму, но фактически он в Крыму в зрелом, состоявшемся возрасте прожил всего около 5 лет, с 20 до 25 года. Но ему не дали спокойно творить даже вдали от Крыма. Курс на коренизацию в Крыму свертывался. Экспорт революции в страны Востока не удался, и на бывших мелиферковцев теперь смотрели, как на отработанный материал. На смену им Советы воспитали новые национальные кадры, беспринципную комсомольскую поросль, которая охотно включилась в травлю своих бывших учителей и наставников. В будущем этим комсомольцам тоже предстоит содрогнуться от верломства власти, пригревшей их поначалу. Но это будет потом. А сейчас в адрес Чобанзаде со страниц газет летели обвинения в буржуазном национализме. Это недвусмысленно грозило тюрьмой. Bekir Cho'banzade siyasi voqealardan to'lay Qrim terk etmege mecbur oladi. Evet, türlü sebepler olması mümkün ama en mühim sebeplerden birisi ufukta o vakit bu prolet kult, vulgar sotsiologizm gayelerinin ve onun faal tarafdarlarının ne diyeyim faaliyet göstermesi deyik mında. Bu yaşlar da ufukta keliyatqanda kollarında bu tayaklarını sallay keyiler. Bu erşin temelini bozarmız da. Şimdi öyle bir eserler yaratıp başlarımız değil. Türlü menbalarda, gazete jurnallarda Bekir Cho'banzade'ni qaralama bakalar. Попав под огонь клеветы, Чобанзаде был готов на любые уступки, лишь бы его оставили в покое. Он рассылал в редакции письма и статьи, где оправдывался, что раньше и впрямь находился под влиянием национализма, но с тех пор осознал ошибки, исправился и теперь всецело предан советскому государственному строю. Больно вообразить, каким насилием над собой были для него эти ничтожные покаяния. Для него, кто ввел в родную поэзию гордый идеал джигитизма, кто всю жизнь воспевал джигита, человека чести, чьи высшие ценности — правда и воля. Эркольге бенжан берген яшатқан двордаки эр сызықны джин шайтанға ошатқан саннычыға чырт етсе башаса қапысыны чық еткен сары құртылар ашаса бош түфеке шайтаны шыпатлар деген әр заман
Бат-бат етсе қорқып болған тозды ма? Но органам не требовались его оправдания. Машина репрессий была запущена, и результат уже был определен. Старая национальная интеллигенция, и Чобанзаде в том числе, подлежала истреблению. Чобанзадені Қырым татарларының ең büyük бір фигурасы olarak НКВД pek takip etti ve олар отырып бір сюжет yaparlar, plan yaparlar. Bu балабан бір балықны тұтқан соң, onu yanına da bin bir türlü başka balıklar da kesin. Onların da bir keretin bir ağ içine sığdırayıq деп, onun için böyle bir plan çizalar. Çobanzade kontrrevolüsyoner ve Azerbaycan'da Kırım Tatarlar talebelerinden ve başka Azerbaycan talebelerinden özünün leksiyasında kontrrevolüsya propagandaları yapıp bir grup yapkan, bir gruppa. Ve o gruppa hoşulup demek devletini yıkacaklar, hanlık kuracaklar. Bu olmayacak bir fantaziyalarını protokolle imzalatalar. Бекира Чобанзаде арестовали в январе 1937-го в Кисловодске, где он находился в отпуске. Что вы творите? В его бакинской квартире тем временем уже шел обыск. Ничего не нашли. Но все его рукописи бросали со второго этажа на машину ЗИЛ, грузовик. Отвезли, и там есть справка, что сожгли его труды. Десять месяцев допросов и избиений в тюрьме стали невыносимым испытанием для интеллигентного, тонко чувствующего человека. Под изуверскими пытками арестованный подписал все, что чекисты подсунули ему, и признание в собственной контрреволюционной деятельности, и показания против своих товарищей и коллег. Но ни вырванные пытками самооговоры, ни просьбы о помиловании, разумеется, не смягчили его участи. Бекир Чобанзаде был приговорен заранее, и палачи лишь хотели раздавить его морально перед тем, как уничтожат физически. Жертву перед казнью полагалось опозорить и измазать, чтобы смерть не превратила ее в героя. Товарищ Зоринов, зачитайте, пожалуйста, приговор обвиняемому. Предварительным и судебным следствием установлено. Бекир Чобанзаде с 1920 года является одним из организаторов и руководителем контрреволюционной, повстанческой, террористической, шпионно-диверсионной, пантюркской националистической организации, существовавшей в Советском Союзе и ставившей целью отторжение от Советского Союза ряда национальных республик и создание тюркско-татарского буржуазного государства. Товарищи, теряем время. 20 минут уже потратили на этого профессоришку. На других хватало и 15. Высшая коллегия Верховного суда Союза СССР приговорила Чобанзаде Бекира Вагаповича к высшей мере уголовного наказания
расстрел с полной конфискацией имущества, лично принадлежавшего ему. Вот где все твои подвиги. Там же и твои подельники, писаки, музыкантишки, профессора-очкарики. Вся ваша вшивая татарская интеллигенция. Приговор обжалованию не подлежит и должен быть приведен в исполнение немедленно. Товарищи, подпишите. Конвой! Увести! Двигай давай. Но человека, пока он жив, никогда невозможно уничтожить до конца. Даже лишенный всего, даже у края могилы, поэт все еще располагал самой последней свободой, что осталось у него. Вспомнить о том, что он джигит, и встретить смерть, как джигит. За много лет до расстрела, еще в Будапеште, у молодого Бекира родились поразительные стихи. Поэт словно бы заглянул в свой последний миг на зловещем острове Наргин-Адасы, где бакинские НКВДисты расстреливали приговоренных. Çürük şu toprak inanıp bolmay. Çiçek жоқ bu yerde, turalgan solmay. Korkaman bir sabah dügünge ketkende. Toylarda kurulup jigitlik etkende. Endirir bir sille, son kule kule. Attırır çukurga, yağmur rastkele. Палачи сбросили тело в Каспийские волны, как они обычно поступали на Наргин-Адасы с расстрелянными. Теперь они были уверены, что этот человек, один из миллионов, наконец-то уничтожен окончательно. Палачи просчитались. Mən elə düşünürəm ki, o həbs olunaraq 20 dəqiqəlik məhkəmədən sonra o güllələməyə göndərilməyib, göndərilsə də, onun qəbrini yerini bilməsək də, onun son arzusunun nə olduğunu bilməsək də, Bəkir Çobanzadə bugün yazdıqlarıyla böyük bir ədəbi irsi ilə yenə də sağdır, sıralarımızdadır. Bekir Çobanzadənin Özbekistan 20-30 yıllardagi O'zbekiston madaniy, adabiy, ilmiy muhitidagi o'rni, roli juda ham katta deb o'ylayman. Buning uchun o'zbek xalqi, o'zbek millati Bekir Chobanzodadek ajoyib bir insonga rahmat aytish kerak, sog' bo'lsin deyish kerak, tashakkur deyish kerak. Я считаю, это великий ученый, Türkolog. Eğer biz milletimizi sevsek, eğer biz milletimizi yaşatmaya istesek ve milletimizi yaşatmanın aslında vazgeçilmez bir kısmı olgan, hissesi olgan, birinci hissesi olgan dilimizni yaşatmak istesek, onun için bu adamın yolunda yürümeye mecburuz. Бекира Чобанзаде
помнят в Азербайджане, Турции и Узбекистане. Его поэтическое и научное наследие изучают литературоведы и тюркологи разных стран, но главное, его помнят и чтут в Крыму. Спустя многие десятилетия выдающийся сын Крыма наконец вернулся на родину, навсегда вернулся в памяти соотечественников. 2001 senesi bu heykel taşın yerinde Bekir Çobanzade'ge bu heykel kuruldu. 2003 senesi fond balaban işler başladı Albarmağa. Көп işler etilip başladı. Mektepli Kırım Tatar Mektebi'ne balaban yardımlar etemiz. 13. senesi balaban halkara konferensiya ötküzdü. 40 tane alemler geldi. Uzbekistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Tursiya, Polonya, Karasu Bazar onday şey daha görmegen edi. Bugün Karasu Bazar'da Bekir Çobanzade'den belgili kişi yok. Bekir Çobanzade Karasu Bazar'ın Kırım'ın bayrağı olmak gerek. Biz şanamız, biz onu o seviyeye көтердік. Менің язаларым ешбір шей көстермесе, қырылған, чайпалған, белки бүгін ярын өліп, жоқ болып кетежек Қырым татарыны, оның миллеріні, құсырларыны, кедерлеріні, қайғыларыны бек яқшы көстере. Бір күн келіп тарих Қырыман оғырышса, Қырым татары Қырым татарыны қыдырса, менің языларым ортаға шығар.